В октябре 1941 года, когда фашистские войска стояли у стен нашей столицы, из Москвы была получена телеграмма. Идя навстречу желаниям трудящихся Башкирской АСР, Государственный комитет обороны разрешает срочно формировать на территории республики две башкирские кавалерийские дивизии. Номера дивизий 112 и 113. Желаем успеха. Председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин. 17 ноября 1941 Башкирский обком ВКПУ и правительство республики на совместном заседании приняли постановление о формировании двух добровольческих кавалерийских дивизий, в основном из местных национальностей. Участник двух войн, японской кампании на Халкинголе и ветеран Великой Отечественной войны, командир взвода контрразведки Башкирской кавалерийской дивизии, гвардии старшина Гумар Гибатович Нагаев. Когда началась Великая Отечественная война, объявили мобилизацию. У меня была бронь от НКВД. Срок брони закончился 4 декабря, и в тот же день пришла повестка о призыве в Башкирскую кавалерийскую дивизию. Командир эскадрона, председатель Совета ветеранов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, гвардии капитана Насыров Анвар Хатыпович. Когда началась война, с 1 октября по 10 декабря 1941 года я участвовал в обороне Москвы. 8 на 9 декабря меня вызвали в штаб дивизии и сообщили, что отправляют в тыл. Начальник штаба раскрыл бумагу. Там написано: для формирования национальных дивизий отозвать из фронта группу офицерского состава по спискам. И 10 декабря мы, 12 человек офицеров, получили приказ ехать в Уфу. Командиром дивизии был назначен полковник Минигали Мингазович Шаймуратов. Опытный, образованный военачальник, прослуживший в Красной армии с 1919 года, полковник Шаймуратов был отозван с фронта с должности командира полка в составе прославленного в боях гвардейского кавалерийского корпуса генерала Даватора. По прибытии Шаймуратов определился с командованием 3 полков. Командирами были назначены 275-го кавалерийского полка майор Кусимов Тагир Таипович, 294-го полка капитана Нафиков Гарей Абдулович, 313-го полка майор Макаев Гариф Давлетович. Дивизия комплектовалась из резерва военнообязанных, материальных ресурсов и вооружения Башкирской республики. Она состояла из 3 кавалерийских полков. В полку было 4 сабельных эскадрона и 1 пулеметный, также артиллерийский минометный конный дивизион, зенитная батарея, медико-санитарный эскадрон, ветеринарный лазарет, эскадрон разведки, подразделение саперов, связи и химической защиты. Военкоматы отбирали самых лучших людей и отборных коней. В составе дивизии было 82% башкир, 14% татар и 4% других национальностей. Обладая большим организаторским и преподавательским опытом, Шаймуратов лично и регулярно проводил учебу командиров и солдат. Особое внимание с его стороны уделялось комплектованию и подготовке эскадрона разведки. Как профессиональный разведчик и опытный командир, Шаймуратов знал истинную цену разведсведениям при проведении боевых операций. Командир взвода кавалеристов, далее командир боевого расчета батареи, гвардии старшина Миндигул Абдулхакович Арсланов. Таким образом, где-то в конце марта 1942 года наша дивизия была полностью подготовлена. Под Уфой, возле села Миловка, была проведена проверка комиссии из Генштаба, которая вынесла решение, что дивизия боеспособна, и ее можно отправлять на фронт для ведения боевых действий. Вручили красное знамя обкома партии, и на эшелонах нас отправили на фронт. Первая точка, куда мы прибыли, была станция Турдей, Тульской области.
Тульской области нас перебросили в район реки Алым Курской области на станцию Тербуны-2. По прибытии буквально через несколько дней, как только мы успели окопаться, немцы подошли к нашим позициям. И мы начали боевые действия 2 июля 1942 года. Первыми в бой вступили 294-й кавалерийский полк под командованием майора Нафикова, который героически погиб через несколько дней в бою за деревню Лобановка, и 275-й полк нашего знаменитого командира, майора, позже уже генерала Кусимова. Дорогие гости, я очень рада вас познакомить с музеем, который посвящен Минигалию Мингаевичу Шаймуратову, генералу башкирской кавалерийской дивизии. Минигалий Мингаевич родился в деревне Биштеки в 1899 году. Минигалий Шаймуратов учился в медресе, в старой школе. Когда Минигали Шаймуратову исполнилось 14 лет, он вместе с отцом уезжает на работу в Уфимское пароходство. Здесь он впервые слышит слова «революция», «гражданская война» и добровольцем вступает в Красную армию. Все лето и осень 1942 года дивизия продолжает бои на Брянском фронте. Осенью 1942 года башкирская дивизия в составе 8-го кавалерийского корпуса совершила 500-километровый марш-бросок в Сталинградском направлении. Перед Сталинградским фронтом была поставлена задача окружить группировку Паульца и уничтожить. А Юго-Западному фронту, куда входил 8-й кавалерийский корпус и башкирская дивизия, вместе с 5-й танковой армией ударить в западном направлении и отсечь противника от окруженной группировки. И действительно так получилось. Мы начали гнать немцев на запад, чтобы немцы не могли дать подкрепление для окруженной группировки. Наша дивизия прошла с 19 ноября, со дня наступления, до 1 января 300 километров. Освободила более 100 населенных пунктов, уничтожила самолетов, танков, пулеметов, склады, более 3000 немцев. Шаймуратов родился в простой крестьянской семье. Овладевая военным искусством, он жадно тянулся к знаниям. Совершенство владел башкирским, русским, арабским, немецким. Изучал английские и китайские языки. Он вступает в партию и назначается командиром Кремлевского полка. Шаймуратов направляется в Академию имени Фрунзе. После окончания командируется военным атташе в Турцию. В 1935 году Мао Цзэдун обращается к Сталину, чтобы Сталин дал ему хорошего командира для создания Академии подготовки командного состава будущей китайской армии. Сталин отзывает срочно из Турции Шаймуратова, направляет военным атташе в китайскую освободительную армию. Там же он работает в Академии преподавателем. Был ранен в боях против чанкайшистов. И возвращение в Москву награждается орденом Боевого Красного Знамени за образцовое выполнение задания Центрального комитета партии. Выполняя специальное задание главнокомандующего, кавалеристы прорвали фронт и с 11 по 23 февраля совершили глубокий рейд по тыловым коммуникациям противника. Наш кавалерийский корпус получил приказ пройти по тылам противника и занять западнее Ворошиловграда станцию Дебальцево, отрезать пути отхода немцев и создать панику в тылу врага. После захвата железнодорожной станции немцы в панике начали отступать из Ворошиловграда. И 14 февраля 1943 года Ворошиловград был освобожден войсками Красной армии. 14 февраля 1943 года приказом Верховного Главнокомандующего 112-я башкирская дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Начальник отдела скрытого управления башкирской дивизии гвардии полковник Люлейко Николай Степанович. Я после подготовки в Генеральном штабе осуществлял скрытое управление войсками. В трудных условиях оказалась наша дивизия в тылу противника.
нажимали со всех сторон. И генерал Шаймуратов приказал лично обратиться к Сталину, передать ему просьбу двумя фронтами надавить на противника и прорвать его оборону и выпустить нашу дивизию. Я пришел к генералу Шаймуратову. У меня было подтверждение всего 5 цифр. Шифровка. Доложена лично Сталину. И он был удовлетворен. Утром 23 февраля, когда выходили из рейда, приезжал командир корпуса генерал Борисов. Он был пьяным и приказал Шаймуратову: никаких разведок, прямо сейчас со всей дивизией пойдете на прорыв. А Шаймуратов просил время, чтобы оборонительными боями провести разведку и нащупать слабые места противника. Борисов не внял просьбу Шаймуратова и, крикнув «исполнять приказ», отъехал. Шаймуратов понял, что это гибель, но не мог ослушаться приказа командира корпуса. Республика доверила мне судьбу самых лучших джигитов, самых грамотных, стойких, самых смелых отбирали их из башкирских аулов. Я чувствую ответственность перед будущим своего народа так, как будто за его генофонд сегодня ответственен только я один. Генералу Шаймуратову ничего не оставалось, как исполнить приказ. Выйдя из штаба, он дает указание своему заместителю, чтобы полки дивизии следовали за ним на расстояние 500 метров. Шаймуратов с конной группой офицеров штаба и охраны двинулись в направлении к фронту. Предположения Шаймуратова полностью подтвердились. Впереди вдоль скалистой балки они наткнулись на многочисленную, хорошо укрепленную засаду противника. Атаку башкирской дивизии противник встретил ураганным огнем 40 орудий и 2 полков с танками. Немцы, заметив группу Шаймуратова и решив, что прорыв будет именно здесь, подтянули с флангов полки и все силы бросили на группу Шаймуратова. Генерал отдал свой последний приказ – спешиться, открыть огонь. Следовавшие позади группы Шаймуратова башкирские полки и другие дивизии корпуса, разделившись на 2 группы и обойдя место боя с флангов, прорвали фронт и соединились с частями Красной армии. Конечно, пока лошади молодые и полны сил, люди всячески пользуются ими. Но когда они начинают стареть, их режут на мясо или отправляют на мясокомбинат на забой, 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 забой.
Совершенно бессмысленная была война. Не нужна она была нам. Сколько молодых, еще не женатых парней сложили головы. И все из-за фашизма Гитлера. Сколько миллионов людей погибло. Ладно, если только с нашей стороны. А с их стороны разве потерь не было? Не нужна была эта война. После выхода из рейда компетентными органами было проведено внутреннее расследование. Из секретных материалов Центрального архива Министерства обороны России. Утром 23 февраля 1943 года Шаймуратов вышел из штаба дивизии в поисках командира корпуса и не вернулся. Второе. При прорыве фронта того же дня генерал Шаймуратов был ранен, его уложили на повозку для переправы через фронт. Дальнейшая его судьба не установлена. Пропал без вести. Этот спешный вывод, как это бывает на войне, сыграла роковую роль в дальнейшей судьбе генерала. Участник финской кампании Великой Отечественной войны, командир взвода разведки башкирской дивизии, гвардии старший лейтенант Валеев Баки Валиевич. Баки Валеевич, перед вами подлинное знамя 112-й башкирской кавалерийской дивизии, которое было вручено правительством республики при отправке дивизии на фронт. Вот это наш подарок вам сегодня, к славному юбилею. Это было 22 февраля 1943 года. Шаймуратов вызвал меня к себе и сказал: «Лейтенант Валиев, приказываю вынести знамя из окружения в целости и сохранности». В районе 12 часов ночи, обмотав знамя вокруг пояса, я вместе с 30 бойцами, не ввязываясь в бой, вышли из окружения. И 24 февраля я вручил знамя заместителю командира дивизии Белову. Белов объявил мне благодарность за вынос знамени, а также сообщил, что погиб генерал Шаймуратов. Собственными руками я вручил вот это самое знамя Белову. 23 февраля 1943 года в Юлино-1 в штабе корпуса Борисов начал кричать: «Почему до сих пор не прорвали фронт?» Шаймуратов говорит: «Товарищ генерал, если мы сейчас в лоб прорвем немцев, огромные будут потери. Поэтому я прошу вас, дайте мне сутки, чтобы я провел тщательную разведку и потом вывести не только свою дивизию, но и 2 другие дивизии с наименьшими потерями». Однако генерал Борисов, находясь в нетрезвом состоянии, кричит: «Кто здесь командир корпуса, вы или я? Почему вы обсуждаете мой приказ? Приказываю немедленно идти на прорыв». Мне обо всем этом рассказал помощник командира 78-го гвардейского кавалерийского полка Касымов Хамза, который в это время стоял в прихожей дома штаба корпуса и слышал весь этот разговор лично сам. Дочь Рамазана Билалова Бибинур. Мой отец Билалов Рамазан Шагивалеевич. Во время войны он все время находился рядом с генералом Шаймуратовым, был его постовым охранником. Рамазан Билалов рассказал мне следующее. 23 февраля 1943 года он находился рядом со штабом генерала. В этот момент из штаба выходит Шаймуратов со своей группой и, вскочив на коней, идут мимо Рамазана Билалова в направлении фронта, на разведку. В этот момент начинается ожесточенная перестрелка. Генерал дал команду: «Вперед, за родину, за Сталина!» А потом вокруг них стали рваться снаряды, что вокруг ничего не было видно. Шаймуратова ранит в руку. Ему на месте оказывают помощь. И тут же генерала ранит вторично. Он падает с лошади. После этого тело Шаймуратова в спешке уносят по ущелью. Охранник собственными глазами видел погибшего генерала. Помню, как отец, с горечью рассказывая, плакал. При прорыве, когда вокруг группы Шаймуратова начали рваться снаряды, лошади от страха запутались в упряжке. Шаймуратов дает команду открыть огонь по фашистам и группами выйти из окружения. В тот же момент
Шаймуратов вздрогнул и, согнувшись, упал с лошади. Началась перестрелка. Не прошло и минуты, как отца самого оглушило взрывом, и он упал без чувств. Уже 26 февраля 1943 года немецкая газета «Дойч Сайтунг им Осланд» пишет: на Донбассе в районе Мюсфронт 7-м гвардейским корпусом были атакованы хорошо укрепленные оборонительные позиции вермахта. В сражениях кавалерийский корпус подвергся массовому уничтожению. Отдельным частям удалось прорвать фронт и соединиться с частями Красной армии. Был взят в плен командир 7-го корпуса генерал Борисов. Данный факт является неопровержимым доказательством того, что генерал Шаймуратов был в авангарде атаки корпуса. И неупоминание о нем в статье лишний раз подтверждает, что Шаймуратов при выходе из рейда погиб, и ни о какой пропаже без вести и пленении не может быть и речи. Таким образом, утром 23 февраля 1943 года Шаймуратов, отвлекая главные силы противника, вызвал огонь на себя и ценой своей жизни спас дивизию и другие части корпуса. Задание Генштаба захватить станцию Дебальцево и создать панику в тылу врага было выполнено, но слишком дорогой ценой. Около 1000 солдат и офицеров сложили головы в сражении под Ворошиловградом. Большинство из них были башкиры. Погиб генерал Шаймуратов. Шелест кумачей, в память дочерей, в память сыновей, что отдали жизнь родине своей. По свидетельству жителей нашего поселка, 23 февраля 1943 года, когда 7-й кавалерийский корпус совершал свой прорыв с тыла врага, на вершине этой скалы жители видели всадника в бурке, папахе на лошади. И считают это место местом гибели Шаймуратова. Я должен сказать, товарищи из Башкирии, вам, что одной из наиболее героических дивизий была дивизия генерал-майора Шаймуратова, который очень храбро сражался за землю Донбасса и принял героическую смерть именно здесь, в этих местах. В братской могиле нашего поселка похоронены воины, которые защищали и освобождали наш поселок в годы Великой Отечественной войны. Среди захороненных есть и конники 7-го кавалерийского корпуса. Участник боевых действий. Ну, в те годы, конечно, я был мальчишка. Этот бой, где сражались наши воины, за ночь им надо было перейти рубеж. Оставалось 4 километра. Но пошли по уничтожению второй линии. Они только справились до утра. А потом это все стало видимое. А артиллерия стояла в Петровском на угольном складе. Все было как на ладони. Некуда было укрыться. И жаль, что много погибло наших солдат. В окружении фашистов солдаты, какой бы они национальности ни были, они были наши. Правильно. Они были дорогие. Теперь мы подчеркиваем на уроках, ведь горно-казахская, горно-алтайская и башкирская. Мы только благодарны героям-башкирам за этот подвиг. Так и передайте. Улица и площадь Шаймуратова в городе Петровске Луганской области, Украины. Родине своей. В 1963 году, вернувшись с сталинской ссылки, бывший командир корпуса генерал Борисов, узнав о том, что башкирский обком КПСС вошел ходатайством перед правительством СССР о присвоении звания Героя Советского Союза генералу Шаймуратову, он написал письмо-рапорт министру обороны Малиновскому с ходатайством поддержать
Вот подлинники этих документов находятся у меня на руках. Из рапорта генерала Борисова. Шаймуратов достоин звания Героя Советского Союза. Я приставил бы его к этому званию непосредственно после его гибели, но меня постигло плен и репрессии. После войны я также сделать этого не мог. О генерале Шаймуратове запрещено было упоминать в печати, по радио и в кино. 27 января 1963 года. Учитывая, что командование отметило заслуги генерал-майора Шаймуратова, рассмотреть положительный вопрос о представлении его к званию Героя Советского Союза не представляется возможным. На этот ответ Борисов написал: «Я считаю вопрос присвоения посмертно звания Героя Советского Союза генералу Шаймуратову не техническим, а политическим. Башкирский народ справедливо считает генерала Шаймуратова героем Великой Отечественной войны и воздает ему соответствующие почести. А это главное. Теперь настоятельно назрела необходимость решить этот вопрос». Гвардии генерал-майор запаса Борисов. 18 марта 1963 года. Меня зовут Шаймурат. Шаймурат – редкое и очень древнее имя нашего народа. И у нашего народа был батыр, генерал Шаймуратов. В честь него мы назвали своего сына Шаймуратом. Башкирская кавалерийская дивизия, начиная с Урала от реки Белой, дошла до Эльбы. После рейда в авангарде форсировала Днепр, освободила Чернигов, участвовала в освобождении Польши, города Бранденбург и, обойдя Берлин, закончила свой славный боевой путь в городе Примниц, Германии. Гвардейское знамя дивизии украсили ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова. 78 воинов-кавалеристов удостоены высокого звания Героя Советского Союза. В этом велика заслуга легендарного командира генерала Минигали Мингазовича Шаймуратова.